Инвестиционная активность в Якутии не снижает темпов, заявил журналистам 22 июня глава регионального министерства экономики Валерий Максимов. На сегодняшний день с федеральным центром ведется работа по формированию инфраструктуры двух приоритетных инвестпроектов – Инаглинского угольного комплекса и Таежного горно-обогатительного комбината. У нас в республике определены два приоритетных инвестиционных проекта, которые в настоящее время будут реализовываться на территории Республики Саха-Якутия нашими промышленными компаниями с федеральной поддержкой, которые будут направлены на формирование инфраструктуры. И здесь, конечно, это и Инаглинский угольный комплекс, и Таежный горно-обогатительный комбинат. По Инаглинскому угольному комплексу, я напомню, речь идет о формировании комплекса по добыче 10,5 миллиона тонн угля в год. Строительство Таежно-горно-обогатительного комбината – это будет реализация проекта, который на самом деле для нашей республики, мы считаем, начнет фактически новый этап создание новых отраслей республики. Это проект, связанный по добыче и обогащению железных руд. И, по сути, этот проект создает реальные предпосылки в республике для последующего создания металлургической промышленности. Мощность составит 19 миллионов тонн руды в год. Продолжается работа по созданию территории опережающего развития на базе индустриального парка Кангаласы в пригороде Якутска. По словам Валерия Максимова, сегодня на стадии согласования находится проект соответствующего постановления правительства Российской Федерации. В настоящее время что мы сделали? Мы вас информировали о том, что мы приступили к согласованию постановления правительства. С нашей стороны мы полностью сформировали сводное заключение по этому постановлению правительства. Сейчас согласованный с Министерством по развитию Дальнего Востока документ находится на согласовании федеральных органов власти. Мы очень надеемся, что в течение предстоящего месяцев июля-августа завершится согласование этого документа, и постановление правительства будет утверждено в сентябре месяце текущего года. Глава Минэкономики также остановился на новых направлениях работы республиканских властей. Добавим, что большинство из них являются составной частью основного стратегического документа «Схемы комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Якутии до 2020 года». Речь, в частности, идет о привлечении инвесторов к разработке крупнейшего на Дальнем Востоке селекдарского месторождения апатитовых руд, проектов по добыче олова и нефтепереработки. В мае объявлен аукцион на право пользования участком недр федерального значения, который включает крупнейшее месторождение фосфорного сырья на Дальнем Востоке. Это селекдарское месторождение апатитовых руд. В составе компонентов этого месторождения находятся и редкоземельные металлы, строительный камень и попутные компоненты. Соответственно, на базе этого месторождения возможно создание горно-химического комплекса, который, в принципе, может стать последующим основой для развития фосфорной промышленности и может стать источником для обеспечения сырьем производств, связанных с минеральными фосфатными удобрениями. Кроме того, в этом году у нас уже по итогам проведенного конкурса рассыпного месторождения олова на ручье Терехтях в Устьянском улусе. Здесь также начинается реализация этого проекта. В рамках провинции Хелудзян, которые у нас недавно прошли, у нас существенный интерес был проявлен к реализации проекта строительства нефтеперерабатывающего завода в городе Алдане. Как сообщил Валерий Максимов, с повестки дня не снимается вопрос, связанный со строительством мостового перехода через Лену. Один проект, который буквально вот за последние 2 месяца мы активно находимся в активной фазе проработки с федеральным правительством и руководством страны, это возобновление вопросов и обсуждения и реализации проекта, правильнее сказать, возобновление реализации проекта по строительству мостового перехода через реку Лена.
По этому проекту было поручено Дмитрием Анатольевичем Медведевым, заместителю председателя Дворковича, провести совещание. Это совещание у нас состоялось 8 июня. Было дано поручение Министерству транспорта Российской Федерации сформировать рабочую группу для того, чтобы проработать вопрос реализации этого проекта на условиях концессии. При этом в настоящее время мы находимся на этапе формирования этой рабочей группы. Кроме того, в рамках взаимодействия с Министерством экономразвития, и это соответствующее поручение также было дано Дворковичем в отношении обсуждения этого вопроса на комиссии, двусторонней комиссии, Российско-китайской комиссии Шувалов-Гаали, заседание которой прошло на площадке Санкт-Петербургского экономического форума. Этот проект также был обсужден, и было принято решение о проработке этого проекта и для включения в план совместных проектов двусторонней межправительственной комиссии. Как подчеркнул Валерий Максимов, в случае положительного решения с поиском инвесторов, строительство мостового перехода через Лену планируется завершить к 2022 году, когда будет отмечаться главная дата – столетие Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Руслан Басыгысов, Николай Необутов, Дилустан Трофимов, ЕСА.